Юннен тұрмайды. Юньден тура. Тура юньден. Это потное железо. Ну вот это потное железо юнге гнеля. И потом воняет. Это правда, Альберт, если когда юнь-юг, то не воняет. Шапка ужасная. А? Шапка какой-то. В смысле? Это модная шапка. Да, модная. В тренде она сейчас. Тренде это ваша. Это Паша. Прикольно же. Она надела на свою голову кота или собаку. Сейчас мода вернулась. Мода циклична. Вы время где там мода? Я нигде не видел. Оригинальная. Метров. Только я ношу такие трендовые вещи. Пора меня уяла. Прикиньте, Альберт стесняется меня. Ты стесняешься меня? Чего тебе не нравится моя шапка? С котом ходить или С котом ходить. с Алмаймин, вот и ладно, сделай вид, что я не твоя жена. А ты? Нифига себе. Я вот, например, никогда тебя не стесняюсь. Ты всегда меня Не стесняешься. тебя, твою шапку, гора. Ну, ты Ладно, меня ты стесняешься. И твою шапку. Чем тебе моя шапка не нравится? Еще вот моих носков стесняется. Куда меня унижать? Ну, постоянно вот этого начинаешь сейчас приобретать, начинаешь, и сейчас этого начинаешь сейчас этого, блин. А когда ли унижение было? Ну, обвиняешь. Унижаешь тебя, Гамбула. Ошибки сказал, стесняешься. Это то, что ты меня стесняешься, это вот это унижение. Я же не тебя же, и говорю же, храли твою шапку, блин. О, Келевитте из-под тишка снимает. Регина! Мен Альберттап келдім, үйден yok тұруға. Ана, зона бикинini yok тұр керек дей. Хочу, говорит, у Регины зона бикини yok тұруға. Ай, блин. Вот я в той шапке, которая тебе понравилась. О, это заинтересовало мое предложение, Да, посмотреть, конечно. как зону бикини будем убирать. Здрасте. Нормально у вас С как? днем рождения прошедшим. Спасибо большое. Желаю счастья, здоровья, долголетия. Спасибо. Подарок сейчас дам. Вот. О, все. Ну что, да, сладкий, вкусный. Регина, мен икебізге алғайдым, конечно, этика берді менде. Спасибо. Давай чай попьем. Есть чай, да? Ой, пить хочу прямо. Мен был туған күннен туарып уже подарок деймін, уже ашапта отырамын. Кәмді ме подарок? Подарок там, коробушки. Әршайсы балағызақ рахаттанып тұрып, шан үйін жоқ тастайды. Анда уже қалмаған енді үйін, на самом деле. Мен ана қырып отырдым. Дремучий лесті саққа ұрып келіп сықтым. Комбайн мах. За столько лет-то такой дремучий лес разросся, что аж 3 станка понадобилось. Представляете, ма? Это салон эпилепсии. Да? Меня надо срочно лес валить итога. Лес валить итога, блядь, все, ладно, давайте начинать. У меня очень дремучий лес. Отлично, мы справимся, да. Вот даже она тут вот использует все. Вот это я уже давно не трогала до конца. Ну потому что был емерлют, конечно, бахыргана. Келіп. Сейчас будем делать лазер. Милошерен. Второй раз уже делать будем. А, кстати, Геляля, эффект какой у тебя после первой процедуры? Я вообще не знаю, я не смотрела на юных смей. Ну вот, мы же добиваемся, чтобы юный смеян. Юн усмей. А если никогда в жизни усмей, а потом мода начнется на юн? Не будет такой моды, не будет. Будет, всегда была мода циклична. Возьмет и потом начнется мода на юн, и будешь ходить без юн. Кызғылыққа тоже юн керек вообще-то. Не знаю, меня не надо юн. В конце какой-то смазка в махнуке. Талап қойдылар меня. Регина. Саған ашкиін қарағылар. Я қолай ашкиін. Где такие дела? Они специально с аппаратом. А зачем я не поняла очки? А на мне очков нету. Я тебе раздавала, сейчас тебе. Значит, қарали, өзі ашки киіп алған, а меня юг ашки. Как будто током бьет, да. Нормально.
Нифига себе, это нормально, да? Нормально? Да, это волос твой убивает. Да? Корни волос. Да. Так стыдно, Дулстар, если бы вы знали. Регина, блин, увидела мой пирожок голый. Что у тебя с зубами? А это много чего надо сделать. Что ты будешь делать с зубами? Давай, поделись. У меня киста на зубах, я киста буду удалять. Кисть на зубах? Что это такое? Короче, хук да, меня тут гной отсюда идет с десен. Вот. Шура будет убирать. Эдик собрал все свои вещи. Ты не Мы вместе поедем? Ну я знаю, что вместе поедете. Он что, уже все конкретно переезжает? Нет, Собрал вещи? нет пока. А, нет пока, что Пока ли? нет. Потом приедем сюда. вот. А, С мамой будет знакомиться. сейчас знакомство с мамой будет. Да. А прикинь, у тебя сейчас такой интересный период. Ну да. Конфетно-букетный. Ты Да. счастлива, нет? Да. Ай, Как ты не чувствуешь погода? я чувствую, ты чё, как это я не чувствую? Вот ты просто это там тудим-де. Блин, мне страшно уже. Одевай очки, ты чё, Регина? На глаза не делай. Ох, прям колорган, оказывается. Через очки я не вижу. прям. Ай, ты бит каларган, тип. Офигеть. Ты видела, да, что у меня даже там обвисло? У меня Дулстар не только лицо обвисло и сморщилось, но и кое-что другое. Ой, боже. Маман да не обвисла. Обвисло что? Хин торхан көрер хиңәле. Міне күрһәтерем торгас. Ты. Ты чувствуешь покалывание? Да, чувствую. А то мен не чувствуете, һәм Регина потала термоядерный заряд береш. Прибавлять начинай. Да, блин, лучше чувствуете, ай, так давай сразу же. Я уже поняла. Я хочу, чтобы у тебя эффект был. Нет, есть, будет эффект. Не, уже был же эффект, не макай. Я Нормально все. не буду мучить. Если хотите быть красивыми, к следующему лету подготовиться, сейчас самое время начать. Ну, не только к следующему лету. Я людям всегда говорю, что нужно начинать осенью, и к лету, когда купальники начинаешь одевать, как раз идеально, ведь бутылевая. А люди, когда начинают ходить? Самый Как последний только момент. Как только жара начинается, Ага. и все сразу запишите новое. Қышқы всякие скидкалар нелер болып тұрады. А вот зимой особо не ходит. Готовьте зону бикини зимой. Да? Как поговорка есть же, готовьте сани лето. Тормозды өрмө, тормозды. Нужно верить. Менің мақұла, мен 45-ке қатым тормозды өрмө. Летом башлайларда и думают, что сразу моментально у них уйдет волосы. А не сразу уходит. Каждый человек жизнь что-то полезное и нужное в твою жизнь. Не просто так кышлерно срашал. Я от тебя много полезного получила, а ты от меня хоть что-нибудь полезное получила, нет? Такая задумалась, слышишь, да? Видели, задумалась? Нет. Такая думает, что же она нафиг мне полезного принесла в моей жизни? Да быстрее, быстрее. Чего быстрее, Бантавлян, поворот какой? Поворот очень плавный, специально, чтобы скорость не добавлять штанген. Ну, мы навіть А может мне машина выровняет? А вот на автобамда таким машинам нельзя, которые с юрге. Почему это? Вот менее 30 км в час автобамда запрещено ездить по правилам. Где? 300 км в час Бантавляда Юрия не могу. 30 км в час именно. Ну, 30? Правильно, автобаме нельзя управлять. Ну, и как раз 30 км в час какие-то пора, нормально, так что. Поворотник, да? А тут машин нет? Это смотришь. Альберт рисует схему дома. Нашего нового дома. Примерно вот так будет выглядеть. Вы самые первые увидели. Вот. Каждый раз перед стройкой вот так Альберт садится и сам рисует все проекты. Да, Альберт? Угу. Нигде не ворует, не смотрит. Все дома абсолютно Альберт сам спроектировал. Все наши дома. Вот в каких мы домах жили, он сам вот так садился и каждый день рисовал, думал, подправлял. Конечно, были у нас проекты не очень, но в основном очень хорошие, 80%. Это, Альберт. Раньше же строили двухэтажные, а сейчас не строят двухэтажные.
потому что мы сами перестали на второй этаж залазить. Лень было. Вначале вот кто из города переезжает, все такие: о, нам двухэтажный надо дом, офигеть, двухэтажный вообще прикольно, еще и балкон вообще красота. На балкон тоже Дуфтар, не выходишь, абсолютно бесполезный стоит этот балкон, ничего там не делаешь, нифига там не сидишь и чай не пьешь, как многие думают: о, я буду сидеть на балконе, наблюдать за соседями, пить чай, кофе, да нифига подобного. Никто потом там не сидит, невыгодно тоже балкон делать. И вот мы ушли только на одноэтажные дома, вот с такими террасами. Терраса намного лучше, чем какой-то балкон. Burada мынандай шкафтар қойып аламын екен. Ана қойылған бетін. қояйын. Направо котельная кіріп кетеді. Направо. Ошында. Бойлеріне. И отдельно кухня зона қызық ебет. Күтіп тұр. Қайда кухня зона? Направо кетем. Направо. Мына кухня. Міне прикольно бля. Прикольно, бұнда шкафтар қоямын, үстел Ну қоямын. шоңашыланған бетін ол вес. Значит, я енді. Неше квадрат? Білмеймін, қарамаймын сен просто нені көрсетемін. Мыналағы 6,23 думаю. 6 квадрата. Ну вот кухонда неге тұра салғанда? Барный стойка и не зона, зато бір жерде тұрған ғана. Асимет ашайсың барамын онда? Залда? Ну ладно. Потом был кухня-гостиная онда. Үстел онда орталық коридорда тұрады. Любой институтта сен шолай тұра сақ. Ол диван ма? Диван, но біздің үй не хочу, мұнда, чтоб шкаф тұрсын, а мұнда висит стеклянный ішлерге. Ошында стеклянный. Я наоборот, міне шында. Ошында стеклянный. Орманға қарап тұрасақ бет. Весь полностью стеклянный вообще қыдық болады. Evet. И онда бутылкаңды мусорға алып келіп қалдыңдар. Менің машинама ничего мусор. Офигеть, а когда у меня мусор идти, блин? Нельзя тула, блин. Мен алып тастайым келді. Сюда, брат, вот я. Что осталось после меня? Бляха-муха. Мынау кикірту меня достал. Имейте в виду, кто сделает резекцию желудка, вы тогда кикресек. Очень много желающих стало, сделать эту операцию на резекцию желудка, доктор. Когда я на операцию должна была поехать, за неделю до моей операции, одна женщина от этой операции ульген. Каково было мне, как мне все подписчики начали отправлять, вот это вот статью. Я, в таком шоке пребывала. А потом, знаете что, такая подумала: будь что будет, мен там, Алла неме ядылған, шулай боласақ дедім, да кеттім де барды. Во время любой вообще операции, на самом деле, можно умереть. Любая операция – это риск. Вон, помните, когда у меня аппендицит лопнул? Я тоже думала, что я сдохну, потому что у меня аппендицит лопнул утром, а меня увезли ночью. Скорую вызвали, они сказали: сами привезите, у нас нет скорых свободных. Вот так сказали, прикиньте. И Альберт меня сам повез. А прикиньте, если бы у нас машины не было, дома никого бы не было, а я тут приступ, умираю, я бы не смогла там сама поехать, Представляете, я же сдохла бы дома, потому что свободных скорых нету. Прикиньте, мы до чего дожили, что нет свободных скорых. На чем я остановилась-то, я забыла. Ну вот, я, бы сдохла. Ну ладно, и понятно, что я бы сдохла, но дальше что там было? Ну вот, 5 часов меня почистили, И мне врач сказал: еще бы чуть-чуть, говорит, на час-два бы опоздали, вы бы сдохли. И я тогда подумала: бляха-муха, так нелепо сдохнуть. После операции я лежу, 2 хирурга такие ко мне заходят и говорят: о, здравствуйте, говорит, мы, говорит, ваши подписчики. А прикиньте, каково мне было это услышать. Потому что я помню, меня догола раздели, шат из тельга халдылар, мисыр ялангас, я там вся голая, у меня все везде, ялтрам я все мои прелести видны, И тут, 2 молодых хирурга янбашы. Я вспомнила, что они меня голой видели, мне так неудобно стало. Температура не спадала у меня неделю. После операции я себе места не находила. Я и ходить не могу, и вставать не могу, у меня все болит, А я, такая думаю: бляха-муха, мне же работать надо, у меня же съемки, у меня же реклама, у меня же это, у меня то. Представляете, я не могла себе найти место и успокоиться. Я лежу так, ерзаю, дергаюсь, не знаю, прямо места себе найти не могу. И потом через 3 дня я успокоилась, и мне так хорошо стало. Я начала спать, круглыми сутками спала и спала. Выспалась от души прямо, прикиньте. Все, мы вас выписываем, Милюша. Я так расстроилась, прикиньте. Люди же должны радоваться, когда их выписывают, а я расстроилась. Такая: думаю, как так? А что так быстро меня выписывают? Мне так тут хорошо.
Я прямо, знаете, от души в больнице отдохнула, как в санатории. Пришла домой, я, значит, стою, посуду мою, дома срач. И мне это наплевать было, что срач. Мне было в радость стоять, просто стоять, посуду мыть. И ощущение счастья, что абсолютно ничего не болит. Оказывается, вот это вот, то, что ничего не болит, и ты здоровый, это, оказывается, такое счастье, дуста. Я вот сейчас хожу, у меня же сейчас тоже ничего не болит. Мне вообще круто, кайфово, да. А я все равно недовольна жизнью. Все равно мне что-то надо. И удовлетворенность какая-то есть. Мы-то счастливые люди, ёпарасоте. Просто пока у нас что-то не случится, пока ничего не заболит, мы это не осознаем. Мимолетное ощущение счастья быстро прошло. Дня через 3. И я опять в эту гонку включилась, и все, надо работать. Счастье, оказывается, такое мимолетное. Офигеть. А состояние неудовлетворенности, оно долгое, бляха-муха, а? Ты что ноешь? Ты же здоровый, у тебя ничего не болит, это уже хорошо. Короче, я поняла одну вещь, надо постоянно себе напоминать об этом и думать об этом. О, келиндер шимдин хазыр. Огурцы наши қарайды. И бепейм yardım ediyor Travito. Evet. O картошка ерсі отырды. Бигерәк вак бит ул. Немеге мен Там бешермәмен ди. Ну, в смысле, ашағанда тәмді бит әлі уақ. Кашурай кушаем. И чё? А зачем его чистить, если ты кашурай варишь его уже? Ну, бәтәз, ну, салатқа керек не. Нерай бер әрсігесің, әрсігесің, бұлдай әрсі отыра. Это ты у меня красавчик, губошлеп. Да. Ну, ты қарағдалі мына еріндерін немендей губошлепчик бит ол. Блядь, Мазалия как расстраивается, что у нее не папины губы. А у папы пухлые, у Аделина попухлые. А почему мне дал, как у тебя тонкие губы? Ты. Ну, блин. Это наша изюминка. Не всем же быть губошлепами. Кто-то же тоже должен быть с тонкими губами. Это, говорю, наоборот, наш плюс, наша изюминка, потому что ни у кого больше нету таких тонких губ. Ну, не у кого-то выглядит, но редко у кого тонкие губы. Да и тонкие губы кто все подкачивает же. А мы ходим с тонкими губами. Это своего рода изюминка, тонкие губы. Смотрите, вообще бандитский Черниковка. Здесь, короче, этот продают мангал. Ой, красота, блин, это. Красота. Короче, мангал продают. Мы же сейчас покупаем во фрейм мангал. А? Решетку, наверное, не возьму, наверное, или взять. Решетка нужна, ты чё? В смысле украдут? Кто украдет? Не знаю. Кто снимать будет Да. этот, что ли, фрейм? На. Можно, да, вас поснимать? Ну, конечно. Ага. Давайте решетку надо. Решетку тоже надо брать. Вот, доктор, сейчас я вам покажу, какой мангал мы будем ставить во фрейм. Альберт, отойди, пожалуйста. Вот, смотрите, какой красивый мангал. Здесь в гаражах вот этот мужчина прямо варит с крышечкой. Сколько такой мангал стоит? Голый 7500. Не голый. Одетый, одетый что надо. Одетый сколько стоит? Ну, смотри, что надо. Если, например, решетка 1000, печь 2000, совок, кочерга вместе 500 рублей. А вот доктор и совок кочерга. Совок кочерга керегенде Давайте сразу, и возьмем. Альберт, ты чё? Сейчас А я покажу. где казан? Не казан, а Казан подмаз. нет. Казан Под нет. место под казан. Место под казан. Казан, значит, нам надо покупать. Да. Вот, доктор, даже, оказывается, Ну, есть вот место под казан. самое главное, чтобы он упирался вот сюда. Ну, по-моему, 12 литров здесь самый раз будет. Ну вот, короче, доктор, если вы будете снимать у нас домик Афрейм, знаете, вот такой вот будет мангал и еще место под казан. Придется сейчас еще и казан покупать. Может, сразу заедем в Юлдаш казан купим? Да, там есть. Филдаш нет. Я закажу его. 7500, Ага. 8, 8, 9, 9. 10, 11. 11 тысяч стоит. О, 11 тысяч стоит. Прикиньте, офигеть, если так подумать, да, друзья. Вот этот Афрейм нам обойдется, обходится очень дорого. Сейчас как-нибудь отсюда выйти, когда не испачется и нам башебенько, все в масле, вот красота. Все, этот есть мангал. А то же там люди же приезжают отдыхать, как говорится, шашлычки жарить. И вот мы казан еще купим, можете плов даже жарить, любые блюда. Вот сейчас погрузят. Смотрите, какой хорошенький. Ножки не показала, ножки тоже есть. Ножки есть, и там даже внизу полочка есть, хорошенький такой. Это что, вы все в гараже делаете, что ли, сами? Ну, видишь. И что, сколько зарабатываете в месяц примерно? Если вот таким трудом заниматься, сколько можно заработать в месяц? Так, ну, это же никто не скажет. Ну, примерно хотя бы. 100 тысяч зарабатываете?
Беру такой, даже хуже, 11, 12, 13 тысяч стоит. Беру аламын. Но Валбір сазонда қарамын. Валбір сазон қарамадым, даже не стал искать, бля. Блин, ай сонда судырақты. Блин, а если там нету его? Солайша, бұнда қолыман тұтып қарайын. Бәденен башы Валбірса достар, что только не заказывали, Озонда тоже. Әйбірдер келелі, мы много возврат делали. То бірі мәхе етмей, то икенсіне мәхе етмей. И то бракованный, то еще что-то. У меня дома чистота, порядок. Вона қарағыдалі үйім ялтырап ята. Вот даже видите, как красиво все сделали, подушки поставили. Чистота, порядок везде. Прямо благоухает. Во. Как же чисто. Знаете, что еще делает Клиник 02? Они даже белье. Вот я бросаю, прихожу, с сушилки снимаю белье, и вот сюда шап! А прикиньте, вот Клиник 02 даже вот так вот складывает белье. Ой, как чисто. Ой, все-таки они очень хорошо убираются. Вот как приятно ждать. Домой пришла. Чистота, порядок. В туалете, конечно, офигеть, как чисто достар. Я вот душевую кабину все-таки не умею отмывать, как они. Я же говорю, у них все-таки вот профессиональная вот эта химия, да. И они все равно вот в каждую дырочку залезут. У них даже есть зубные щеточки, да, маленькие такие щеточки. И они этими щеточками в маленькие вот такие щельки залазят. Вот тут, вот щели же есть, они туда залазят. Они парогенератором все вот эти щели отмывают, прямо струей пара, пар туда пускают, да. И до такой степени все чисто отмывает, что аж прям все блестит. Понимаете, как новенькая, как будто вот душевая, как будто только что купили. А когда я мою, да, все равно я так не могу мыть, не могу. Вот мне кажется, что я чисто помыла, но я потом сравниваю с работой девчонок, да, клинеров, да, и разница просто-напросто огромная. Клиник, да, 02 не обязаны, когда приходят ко мне на уборку, это же поддерживающая уборка, мыть окна. Они вот всегда, вот эти вот террасные мои окна здесь отмывают, террасу еще отмывают. И еще, где у меня входная группа, там всегда еще отмывают. Мне даже отдельно не надо заказывать мытье окон. Вот. И вот эту террасную часть они отмывают. И снутри, и снаружи. Представляете? Я, короче, там в Шмидтово убираюсь, а у меня дома Клиник убирается. Такой чистоту, порядок навела Юлька. Ай, как хорошо, бляха-муха, когда у тебя дома кто-то убирается, достар. Если бы я еще у себя дома убиралась, я бы с ума сошла. Юль, ты что, уже начала здесь баня? Эй, устала, да, Юль? Ага, нормально, блин. Зачем ты вручную делаешь? А как? Возьми вон большую мою щетку. Я вон взяла эти. Тяжело же так, ты чё? Нет, а так же эффективнее. Пчелка Юля легких путей не ищет. Нет, никогда. Исхудала пчелка Юля. Конечно, так, шоркать-то маленькой щеточкой. Ты бы еще зубную щетку взяла. Юль, вот это только тоже еще пошоркаешь. Вот эту, ага, хорошо. Да, там Альберт грязными ногами своими бляха-муха сидит. Смотрите, молодой так. Это все следы Альберта. Вон в мою сторону, смотрите, белая, а это сторона Альберта, блин. Приходит после стройки грязный весь, и прикиньте, залазит вот туда ногами. Липовые вагонки. Знаете, что мне не нравится? То, что тут следы остаются, и потом их отмывать очень тяжело. Липовая вагонка очень тяжело отмывается. Ну, у Юли какое-то средство чудо есть. Сейчас увидим, это отмоет или нет. Юль. А вот обычная вагонка, я вот шоркаю порошком, белизной махом отмывается. Но белизной нельзя, мне все говорят. Даже в тот раз, короче, когда я пошоркала белизной, опять-таки, Елена, хозяйка Клиника 02, позвонила сразу после моих сторисов, как мне людей вставила. Ты чё, как с ума сошла, что ли? Зачем ты, говорит, опять баню своей белизной моешь? Головой не дружишь, что ли? Все пары пойдут, ты жар поддавать будешь, надышишься и сдохнешь в свою баню. Вот. И, короче, говорит, это какое-то средство оставлю, если ты нас не ждешь, говорит, этим средством сама мой. И даже мне средства оставили, представляете? Обзор покупок сейчас будет, Духтар. Магнит Косметикс, вообще обожаю этот магазин, Духтар. Там можно купить очень хорошие полотенца. Сейчас я вам покажу, что я там накупила. Очень хорошие полотенца по скидке. Вот такие банные полотенца. Смотрите, какой красивый цвет.
Вот, посмотрите. Стоит 400 рублей. Для бит, для лица. Вот так, для рук. Вот такие тоже. Эти по 200 с чем-то. Качество вообще хорошее. Такие же тут там есть маленькие полотенчики. Посмотрите, тоже по краям с бахромой. Вот такие очень красивенькие полотенца. Они для кухни я взяла. Оранжеватый, это зеленоватый цвет. И вот такой вот цвет. Этот цвет я не знаю, как называется. Мне так понравилось. Я прям целую кучу полотенцев набрала. Эти полотенца идут с 50% скидкой до 100. Поэтому, если видите, то, пожалуйста, идите, берите. Магнит Косметиксе. Реклама. Но там надо иметь карточку свою скидочную. Ну, карту магнит надо. Я тут из баранины замутила жаркое. У меня, короче, здесь баранина. Домашняя, типа деревенская баранина. Не та, которая прямо фермеры растят в одном загоне, держат для продажи. А это прямо гуляла себе спокойно. Которые на свободном выгуле, у них мясо совсем другое, между прочим. Капуста, морковка, лук. И сейчас, короче, добавлю картошку. Будет у нас вкусное овощное рагу из баранины. И заодно я сразу поставила варить вот бульончик. Бульончик из этого, из баранины и из говядины. И сразу, кстати, я вот такой вот кругляком лук кладу. Вот, видали? Вот такой лук. Чтобы бульончик был вкусненький. Альберт арбуз алған. Мы вообще что-то этим летом арбуз не ели, да, Альберт? Ошамали все почему-то. Раньше летом, как лето не наступит, сразу столько каждый день арбузы покупали, жрали, а сейчас что-то перестали есть арбузы. Может, насчет сдавать? Сразу хатрала. Мен уже қоймаймын. Уйдым! Кисай. Вот енинен башы! Ну, тұрсам. Кіші айтмаймын. Ты офигел, что ли? Меня лейтмей! Я в шоке. А меня хурарға? Мен думал, сен қазір сен ұрап тұрған сол жағамда қоямын сразу же. Вот баяғыда мен де хине айтмай буду решение принимать. А то? Біз толда сөйлештік, мен помнишь, бір сөйлескенік, сразу салтыра қоямын. Мен алдым да қойдым. Мен хине сразу хатырға қояды деменім. Сдавать-то да, драк. И как готовы бизнес идти хатал тебе. Адамны, тамны. Ясно. Ясно? Я уже 2 часа сижу в машине, жду Милюшу, когда она поедет в гости. Гости уже домой скоро уйдут, а мы, блин, только собираемся. Нет ее и все. Блин, ну где? Это ее машина. Главное, я его завел. Блин, ну где она? Вон она идет. Вон. Блин, қайтқаннан қайтам. Сен барғанда үйренесің. Вот ты смеешь, а тогда машину купили, қорқамын деген. Қазір такой сөз не должно быть. Инструктор. Ну, жүріге үйренесің. А так, қанеше барамын, так не қайтамын. Ну, жүрейін де. Вообще шумахер бұл машинада көрдің ме? Шумахер. Аты, көрмейін ме несімен бешімді аппарат қамал үйрен. Бешеный, без едет. Сколько? 40 километров в час бешеный говорит. 40 километров в час? Ну, на гора. А почему так быстренько? Какая? Ну вот, в больших машинах скорость не чувствуется. Да? Здесь прям на маленьком 120 будем, как будто на маленьком на 200 летим, на большом. Давай, иди быстрее. Тише едешь, дальше будешь. Ну, на день рождения едем, Роберту, на юбилей 55 лет. Сколько лет? 55 лет. А ты открытку взял? Вот же. Деньги положил. Положил? А почему они дома не справляют? Ну, если народу много, меня устраивает. Туда не вместе. Не надо кнопочкаларға батырға, Альбе. Ну, руку бавтай А вообще. вдруг он залетит куда-нибудь? Здесь залететь нечему. Смотрите, друзья, какой сзади маленький. Ладно, вот зимой научишься ездить, весной тебе новую машину.
купишь пугомдык. Куплю. Купно обещал от меня. Ну, Милюша, ну ты не ездила, как я тебя покупаю, когда ты не ездишь? Ну, машина бумагас не ездила инде. Иди, бежи, обгони его. Хоть первый раз машину обгони. Вот тут фуру обгоняй, друзья. А может фура едет 20 км в час. Давай. Отметка так. Не тормози. Блин, главное, он даже не тормозил. Нет. Просто еду, главная дорога. Протест, конечно, будет. А почему фура шевелится вперед? Где сейчас? Вот могу тормозить, да. Ой, надеюсь, Бурмайдар дорога. Я не надеюсь, Бурмайдар. Білмеймін, может, Матизда көрмейді. Фуралар могут Бурмайдқа Матизда бер. Әлі көсі көрмейді енді. Артта тұрған Матизды Бурмайдқа әлі могуттар. Матиз же маленький. Роберт туған көрінен Қотлаға. Это человек, который нам сделал колодец. Баба Яганың үйін істені. Короче, все, что с деревом связано, вот этот человек нам сделал. Телевизия подписчиков, я рада. Поздравляйте его. Специальный талок. Одан ғұмыр самай қалды. А недолгий вечер. Темною прислал. Снова седая ночь. И только ей доверяю я. Знает седая ночь. И все мои тайны. Ağrıdan gitip baram, yaşlıktan ötüp baram. Ekreğine yaşlığımdın, yanağın ötüp baram. Ağrıdan gitip baram, yaşlıktan ötüp baram. Ekreğine yaşlığımdın, yanağın ötüp baram. Ekreğine yaşlığımda yanağın ötüp baram. Kutlu olsun doğanım. Кайгылыһының кайгыһын тарата, хөкемһеҙгә хөкөмлөрәк ҡарата. Ныҡ күтәрә баҙарын харамдың, кеҫәләрен әйләндерә һараңдың. Әзмәүерҙә егеттәрҙе сатай-ботлай атлата. Сатандарҙың таяҡтарын ташлата. Иҫәрҙәрҙе торған һайын килертә. Аҡылдарҙың аң һарайын емертә. Аҡылдылар менән килеләр эсмәһен, ҡалғандар этләһен ишеләһен. Табашки правильно. Браво! Алкыштар! А в мозгу где-то, наверное, 45. Ну, не больше. 45? Да. Ты на 45 себя считаешь? Ну, примерно максимум 45. Потому что у меня дети маленькие, ну, чем дети младше, чем себя ощущаешь моложе. Да? Да. Вот от этого и есть, потому что, вот, например, чем зависит? Например, если у меня маленький ребенок был бы, я бы начал бы играть в танки сейчас. Если бы повзрослее, вот сейчас вот сын взрослеет, с мотоциклами играем, с машинками играем, ну, уже реальными видами. Вот она, да, с железом играем. Она, Роберт, тебе же 55, о чем сожалеешь? Сожалеешь о чем-нибудь? Вот был бы сейчас тебе 20, и ты такой думаешь, блин. Переделать себя, чтобы поменять, честно скажу, нет. У меня жизнь как бы удалась. Врать не буду, у меня все хорошо, у меня друзья, братья, сестры. Роберт гел бергә килеп мин әле кунакка килә. Косаклашабызмы? Дейді. Убышабызмы? Дейді. Мне вообще всегда нравится Роберт. Всегда на позитиве, всегда молодец. Первое правило — обнимашки. И второе правило — целовашки. А мына третье — biz һәргә һөйләп тормайбыз, достар. Evet, аны секретная информация. Да, аны әйтмәйбез. Мин Роберттың бер приколны әйтәм. Роберт, короче, бүтән территориясына куеп беткән, видео камералар куеп беткән. И без Розаман тышка сыгып килдек тә, бер урында пис иттек. До туалета не дошли. Өйгә ингәйк, Роберт әйтә: "Сейчас я вам кое-что покажу". Тинелә и включать итте безгә весь дворының нәен. Видеоһын, наблюдениеһын. Була история, без бассейнда һут төшеп йөрдебез. Роберт әп кигән подводный камера какой-то. Ну, һу астында төшерә торган. Постан төшерде. Ай, алтта төшерә. Без рәхәтләнеп без бассейнда кунактар йөзеп йөрибез. Бутларны айырып.
Ayye, bu ikinci günde bizge DJ var. Bir de özgele общий чатка. Короче, анда kimdir kuka интернай, kimdir kut интернай, kimdir ellerini verse купальнигін подправлять ете. И şunu бұл виз düşürіп алғанды. Мен ошары бүгін мұшақыра бассейнға кірасыңыз бар. Бunda бассейн бар, что ли? Бар. Так что Роберт менен бассейнға кіріп бермеңіз достар. Не дай бог, у него везде видеокамера. Қазір достар шындай ғана тусаларға үйренеді. Элек яшьтәрнең тусағында совсем по-другому тусили. Қазір мұна осындай 45, 50, 55 біздің достар қазір шындай возраста бетеді. И совсем другие тусы. Такое поздравление от родственников. За это надо выпить. После этого поздравления, доктор, теперь нам стыдно поздравлять друзьям даже. Согласна. Да, что мы будем вообще дарить-то? Robert, bu Koray'dakilerle o neydi kaçıp gidelim ya, mihe bir yerdeyim bile. Koyanlarım ağınlara, şişmelerden saldır saldır akan